Хорошо. Ну, меня зовут Светлана, мне 34 наоборот. В клубе я всего 2 месяца, чуть больше. И, в общем, скажу так, несколько лет назад у меня обнаружилось такое нехорошее, неприятное заболевание, как подагра. И снимать то, что в регрессии, приходилось именно препаратами врачебными. На сегодняшний день я, пользуясь продукцией, забыла, что это такое. Хотя поначалу делала фотографии своих ужасных коленок. Что вы использовали из продукции? Я прошла детокс, антипаразитарку, пью постоянно люцерну и фан-детокс. Это просто вообще неописуемое состояние, и я счастлива. То есть суставы стали более свободны? Так у меня даже, я вот молочку не замечаю, если я не делаю там 2 дня зарядку, я не чувствую молочной кислоты. А раньше? Да. Скажите, ну подагра очень связана с пищевыми привычками. Сейчас они как-то изменились, расширились? Иногда нарушаю. И что? Иногда могу позволить мясо, иногда могу позволить выпить, но после Ольги Алексеевны я стараюсь выпить в чистом виде и лучше закусить, например, водку. Спасибо. Шикарный результат. То есть, да, ну как есть. То есть у всех у нас есть определенные какие-то слабости. Это не страшно. То есть лучше немножко себе позволять, зная границы этого позволения. И самое главное, если организм допускает это нам, то есть это вообще фантастика. Александр, ну вы сегодня звезда, поэтому давайте еще раз попрошу, представьтесь коротенько, да? Да. Меня зовут Александр, мне 33 наоборот. Собственно, я кандидат медицинских наук, врач и гастроэнтеролог, дерматовенеролог. Ученый-секретарь Московского общества дерматовенерологов и косметологов имени Поспелова. Да, добавился такой статус еще. Что касается моего опыта личного. Именно по суставам. Да, именно по суставам, личный опыт. Я последние 2 года занимаюсь в тренажерном зале. В какой-то момент начал приседать со штангой. Стало понятно, что суставы колена не выдерживают. Постепенно развивается гонартроз, они начали болеть, хрустеть, болтаться. Ну и, в общем-то, мне пришлось отказаться от интервального бега. Это взрывные ускорения на беговой дорожке, что, в общем-то, дает очень хороший эффект в плане жиросжигания, но, тем не менее, пришлось от этого в какой-то момент отказаться. Вернулся к этому я только, ну, прежде чем вернулся, расскажу, я принимал артра. Это были несколько курсов, месяцами принимал артру. В принципе, с некоторым эффектом, да, что-то было. Потом мне моя пациентка, она руководитель Байер в России, подарила банку Терафлекса, 200 капсул. Я честно пил эти капсулы, и у меня продолжали все больше болеть и хрустеть колени. Эффект, мало того, что нулевой, это была даже не стагнация, это было ухудшение, усугубление процесса, динамика отрицательная. Когда я честно допил эту банку, ну, в принципе, подумав, что я уже через боль хожу, ну, решил, почему бы и нет. И просто взял самотеком белурон с холоду, без всего, без подготовок, и начал его принимать. Как там написано, после еды, не то что натощак, да, а вот после еды. Через 2 недели я заметил двойной эффект. Во-первых, я понял, что у меня больше не болят суставы. Уже через 2 недели. Помимо этого, я понял, что у меня резко улучшилось зрение. Прям вот резко. То есть я уже, учитывая то, что я за экранами провожу по 15-18 часов в сутки, тут уже стала накапливаться критическая масса, и я понимал, что зрение приходит в негодность, и придется какие-то меры предпринимать в ближайшее же время. Оно улучшилось резко по 3 позициям. Во-первых, резко возросла скорость аккомодации. Я стоял около окна и вот так вот играл. Ближе, дальше, ого, вот это да. Во-вторых, цветовосприятие, оно резко улучшилось. Ощущение было такое, как будто я просто взял, выкинул старый телевизор и поставил 3D 4К, самую ультрасовременную жидкокристаллическую панель.